Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале сентября во Владивостоке традиционно состоится Восточный экономический форум, который станет 7-м по счету. Якутия представит свою деловую программу. На полях ВЭФ состоится 12 важных встреч на уровне руководства регионом, а также будет подписано порядка 40 соглашений, направленных на развитие нефтегазовой, строительной, туристической и промышленной отрасли Якутии. И сегодня мы более подробно поговорим о том, какие предложения внесет Якутия, а также какие ключевые инвестиционные проекты будут представлены на форуме. Гость студии Кирилл Бычков, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие проекты готовит правительство региона на ВЭФ и заслуживают особого внимания? Давайте отметим топ-3 соглашения, которые будут оцениваться как самые перспективные и эффективные для развития нашего региона. Действительно, в 7-м Восточном экономическом форуме будет подписано около 40 соглашений. Если выделять самые значимые и самые такие масштабные для нашей республики, прежде всего, конечно, это соглашение с госкорпорацией «Росатом» по развитию горно-рудного, нашего крупнейшего арктического горно-рудного проекта по освоению месторождений Куларской группы золотоносных месторождений, таких как месторождение Кючус, оловянного месторождения ручей Теректях, депутатского оловянного месторождения. То есть это крупнейшее месторождение, которое на сегодняшний момент будет формировать нашу арктическую повестку развития. Стоит отметить, что это плодотворное продолжение той повестки, которую мы освоили, взяли на Питерском экономическом форуме в этом году. И в числе соглашений, которые мы подписали, было в рамках дальневосточной концессии соглашение о намерении реализации реконструкции 9 нефтебаз в арктической зоне, о строительстве энергетических мощностей в Арктике, и другие соглашения, которые, конечно, безусловно влияют на развитие арктической территории. Мы знаем, что более 50% территории Якутии находится в зоне Арктики, и, конечно, для нас это приоритетное направление. Но кроме этого, безусловно, такие проекты, как комплексное развитие территорий в городе Якутске, это застройка квартала Звездный, который у нас реализуется уже несколько лет, и в этом году будет подписано, на форуме будет подписано соглашение о дальнейшей реализации этого проекта. Это крупнейший инвестиционный строительный проект у нас на сегодня. Инвестиции составляют более 33 миллиардов рублей. Поэтому это соглашение также будет подписано в рамках форума с Корпорацией развития Дальнего Востока и Республикой Саха-Якутия, и нашим республиканским ипотечным агентством, которое является у нас на сегодня крупнейшим оператором, застройщиком жилья в Якутске. И, конечно, это такие важные проекты, как подписание соглашения по строительству высоковольтной линии Сулгачи-Амга, которая будет позволять нам экономить достаточно большие средства на тарифах, поскольку, конечно, Амгинская ДЭС — это достаточно дорогой источник энергии, и это позволит нам значительно сократить, за 10 лет почти 500 миллиарда рублей будет сокращено на вот этот источник. И, безусловно, не стоит забывать об инвестиционных проектах, которые у нас целый год готовились для Восточного экономического форума. Конечно, это также продолжение инвестиционных девелоперских проектов в городе Якутске, это застройка речпорта в городе Якутске, это развитие нашего туристического кластера в местности Батамай в районе Ленских столбов. Это, наверное, наш самый знаковый, яркий туристический проект, который уже хорошо известен всем участникам туристического рынка. И, конечно, это продолжение крупных проектов с корпорацией ВБРФ по строительству адаптивного центра для детей. Это те проекты, которые у нас уже в линейке нашего сотрудничества ВБРФ присутствуют, но это мы продолжаем эту тематику. И не стоит, конечно, забывать о международной повестке, ведь Якутия всегда занимала устойчивую, очень активную международную позицию. Очень много внимания уделяется сотрудничеству с нашими дружественными странами-соседями. В этой части у нас будут ряд встреч на Восточном экономическом форуме в этом году, такие как с послом Китайской Народной Республики, с послом Монголии и встреча с Торгово-промышленной палатой Вьетнама. То есть, как вы видите, у нас достаточно насыщенная программа и в этом году тоже.
Все верно, но в целом Восточный экономический форум – это отличная возможность для каждого дальневосточного региона представить экономический потенциал, найти инвесторов и единомышленников, готовых двигаться вперед и развиваться. Какие проекты, зародившиеся на ВЭФ за последние несколько лет, вы можете отметить сегодня как самые удачные для Якутии? Ну, вы знаете, очень многие из тех проектов, которые находятся на слуху у достаточно широкого круга общественности, не только у заинтересованных людей, но и просто у наших жителей, которые видят их реализацию. Например, в 2015 году, когда у нас проходил первый Восточный экономический форум, Якутия уже подписала 13 соглашений, и крупнейшими такими наиболее известными проектами, которые сейчас мы можем видеть в активной развитии и в реализации, это был презентован наш технопарк, который, как известно, вместе с IT-парком уже имеет около 140 резидентов. И в 2021 году совокупная выручка этих предприятий составила уже более 2 миллиардов рублей. То есть этот проект, который был 7 лет назад стартовал, он получил такое активнейшее развитие. Но, конечно, это далеко не предел. Мы видим здесь определенную точку роста и в дальнейшем. Ну, также такие известные проекты по горной добыче, такие как Янолово, такие как проект геопромайнинга в Верхнем Инкичее. Безусловно, Якутия была и остается мощным ресурсным регионом по природным ресурсам, поэтому, конечно, ни один ВЭФ не обошелся без соглашений в сфере недропользования. В 2016 году было подписано 15 соглашений. Крупными такими известными является такой знаковый для нас проект теплица «Саюря», единственная теплица в мире, которая выращивает круглогодично овощи при температурах ниже 60 градусов зимой. Это Верхнемунское рудное поле нашей алмазодобывающей компании «Алроса», ну и другие крупные проекты. В 2017 году было подписано уже 18 соглашений, видите, идет уже по нарастающей. Это такие соглашения, как развитие Тарынского ГОКа, это соглашение с компанией «Роснефть» по финансированию Малой академии наук Якутии. То есть то, что мы уже видим не просто в реализации, этот объект был в прошлом году сдан успешно, поэтому здесь у нас плоды наших стараний на ВЭФ, скажем так, они видны широкой общественности. В 2018 году уже было 32 соглашения. Крупнейший, наверное, проект – это рудник Нерюнгри Металлик, который сейчас генерит достаточно большие объемы и по запасам золота, и по инвестициям, и, конечно, рабочие места. Но в 2019 году уже было 43 соглашения подписаны, и такие знаковые проекты, как запуск ГОКа «Вертикальная» на самом высоком уровне, который был запущен в присутствии президента Российской Федерации. Конечно, это не только для нашей республики, но для всей нашей страны такая гордость и великие знаковые проекты. Ну а в 2021 году уже было подписано 41 соглашение. Конечно, многие из них сейчас находятся в стадии реализации. Подписаны соглашения с Русгидро, с Росатомом, с Дом.РФ, Старовой Логистика по развитию логистических услуг, девелоперских проектов. Ну и, конечно, тот проект, который в прошлом году был подписан, Антрацит Инвестсервис, новый угольный проект, в этом году будет осуществлен запуск уже этого месторождения, начало добычи в присутствии министра по делам Дальнего Востока Алексея Чекункова будет осуществлен этот запуск. Поэтому, видите, динамика достаточно такая скоростная, хорошие темпы, но самое главное, что все практические решения и документы, которые подписаны в рамках ВЭФ, они реализуются в конкретные проекты. Кирилл Евгеньевич, вы курируете строительную отрасль в Якутии, а также промышленный сектор. Какие подписания на ВЭФ 2022 коснутся этих двух направлений? Ну, как я уже сказал, крупнейшим, наверное, проектом арктическим, стоит его отметить, как он и строительный, и промышленный. Это развитие Куларского золотоносного района вместе с корпорацией Росатом. Это не только строительство уникального объекта атомной станции малой мощности для развития промышленных активов, это месторождение Кючус, это месторождение в Депутатском, но самое главное, что это будет очень большой позитивный эффект для населения, потому что, во-первых, это снизит в 2,5 раза, как минимум, тарифы на электроэнергию.
что очень существенно в арктической зоне. Во-вторых, это обеспечит создание более 5000 рабочих мест. Но это такая цифра пока, скажем так, минимальная, потому что мы рассматриваем развитие поселка Депутатский вокруг лежащих населенных пунктов до 7000 жителей. То есть это крупный социальный эффект. Ну, конечно, город Якутск был и остается нашей крупнейшей агломерацией. Здесь мы не можем не сказать о двух проектах, которые будут подписаны. Во-первых, это завод по строительству завода по выпуску крупнопанельных элементов крупнопанельного домостроения, что очень важно в нашем таком сейчас темпе строительства, который мы повышаем каждый год. Второе — это застройка речпорта. Это тоже крупный проект, знаковый, хороший, с очень красивым видом и с хорошей инфраструктурой. Но и, безусловно, это все, что связано с нашими ипотечными программами. То есть это те продукты, те направления, которые позволят сделать жилье прежде всего доступным и снизить стоимость квадратного метра. Особое внимание президент нашей страны Владимир Путин, а также глава Якутии Айсан Николаев всегда уделяют развитию арктических территорий. Какие проекты, участвующие в ВЭФ, будут направлены на развитие Арктики в Якутии? Мы уже немножко коснулись этой тематики. Хочу сказать в целом, что, безусловно, по уровню развития сегодняшних наших арктических регионов, по той недофинансированности в целом, которая у нас в стране есть по Арктике, мы обратили на нее внимание достаточно давно, но настолько емкие должны быть вложения и инвестиции в инфраструктуру, что, конечно, прежде всего будут развиваться только такие крупные проекты, масштабные проекты, которые в свою очередь подтолкнут и бизнес, который будет туда вкладываться. Крупные проекты в сфере добычи, наверное, все-таки это на сегодняшний момент такой основной двигатель этого направления. Безусловно, минерально-сырьевая база будет толкать все остальное вперед, но, конечно, уже мы видим, что малый и средний бизнес, причем не только туризм, начинает активно развиваться. Ведь Арктика — это особый налоговый режим. Благодаря этому достаточно большое количество компаний сейчас, пользуясь этим режимом, начинают открывать свой бизнес. Это и промышленность легкая, и пищевая промышленность, это и обрабатывающие. То есть это те отрасли, которые, ну, собственно говоря, зависят от тех движений и направлений, которые мы делаем и политические, и экономические в плане развития Арктики. Поэтому, конечно, тот проект, который я анонсировал, в том числе по строительству атомной станции малой мощности, он создаст достаточно большие возможности вообще в целом для развития. Мы ожидаем, что до 2035 года налоговый приток от новых проектов в Арктике составит около 100 миллиардов рублей. Поэтому я думаю, что за это стоит бороться. Ну и, конечно, наши жители, которые живут в арктической зоне, их уровень жизни, их комфорт должен повышаться. Поэтому, безусловно, эти проекты создадут необходимую почву и основу для такого направления. Кирилл Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время прийти ответить на наши вопросы. Благодарю вас за ваш визит. Спасибо. Ну и я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.